Вас по праву можно считать, называть спортивным амбассадором Республики Башкортостан. Он не тренер. И это намного выше категория, чем приведенные какие-то производные. Есть, безусловно, огромная история и значимость, и этим надо делиться. Получается превозмогать, побеждать, демонстрировать традиционную для нас способность к конкуренции, к борьбе. Это все-таки в голове и в сердце, но никак не в кошельке. Здравствуйте! Сегодня в нашем подкасте человек, чье имя стало символом воли, силы духа и преданности Родине. Это Александр Карелин. Речь пойдет не только о победах на ковре, но и о том, что помогает воспитывать сильных и любящих свою страну детей. Трудно это сегодня или вполне реально? Прямо сейчас и узнаем. Сан Саныч, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия Айратовна. Вас по праву можно считать, называть спортивным амбассадором Республики Башкортостан. Вы, наверное, уже чувствуете, знаете, что здесь к борьбе относятся по-особенному и прям передается как-то на духовном уровне тоже. Наверное, я бы сказал о том, что традиции слишком сильны, а когда эти традиции еще помножены на элегантную концентрацию в вашем исполнении, и вот в этой книге, и в том, что я четко на себе ощутил в нашей предыдущей встрече в других студиях. Здесь амбассадором себя не чувствую, должен признаться в этом упущении, в своих ощущениях жизненных. Но то, что здесь из-за традиций замечательных, из-за сохранившихся претензий, а самое главное, из-за возможностей, которые никуда не делись, несмотря ни на какие изменения, там конъюнктуры персональные. Залы работают, тренеры в залах есть, интерес к борьбе очевиден. Поэтому вот частью этих традиций, вот этих подробностей я себя, очевидно, считаю. Ощущаете? Считаю именно. Мы с вами последний раз встречались на молодежном чемпионате мира по борьбе в 2021 году. А первый раз мы с вами встретились почти 20 лет назад. Вы тогда приезжали в Уфу и обсуждали предстоящий чемпионат мира по борьбе на поясах. И тогда пресс-конференция проходила еще во Дворце спорта на улице Зорге, и это, по сути, был один-единственный такой большой дворец спорта, где можно было провести мероприятие. Уже через год чемпионат мира по борьбе на поясах мы проводили в только что отстроенной Уфа-арене. Президент страны был, и вообще прошло все на таком высоком уровне. Время шло, и республика, конечно же, развивалась, но за последние буквально 5 лет у нас появилось столько спортивных объектов, что, наверное, мне кажется, ни в одном другом регионе такого и не было. Это очевидно. И это, конечно же, дворец борьбы, о котором должно говорить, который настолько заметен, что даже стал визитной карточкой Башкортостана на Петербургском экономическом форуме. Я все-таки вернусь к Уфа-арене и к чемпионату мира на поясах. Ведь автором унификации правил и объединения этой федерации был воспитанник как раз Октябрьской школы борьбы, покойный Ариф Фаткылбаянович Гайнанов, воспитанник Венера Калимуловича Гайнуллина. Башкирия сейчас, вот мы сегодня, проводя совет, одним бодрым словом главы Радия Фаритовича открыли 12 площадок для того, чтобы могли сдавать ГТО, соответственно, для таких активностей на открытом воздухе. Кроме этого, и манеж, и предполагаемые все объекты, и то, что объекты традиционно находятся в замечательном состоянии, и находятся в обороте, то есть они не простаивают. Не простаивают, и то, что, я так понимаю, в декабре будет зимняя спартакиада для ребят с особенностями развития СНГ. Это тоже говорит о том, что инфраструктура-то она работает, она полезна, она применима. И мне кажется, как раз Башкортостан, он здесь с большими амбициями к этому подходит. Как сказал Толстой, время есть бесконечное движение без единого момента покоя. Вот вернемся вновь к разговору о том, что спортивные объекты стали появляться. Это и, конечно же, дворец борьбы, и центр фехтования, и центр гимнастики, и центр гребного слалома. Мне кажется, что вот был период, естественно, у страны, когда все, особенно диванные критики, говорили: «Россия без Олимпиад, зачем вы все это строите?» И сейчас получается, что пока все негодовали, республика вкладывала в то, чтобы в будущем спортсменам было где заниматься для того, чтобы выступать на этих Олимпиадах. Не прошло время даром. Вы знаете, я бы сказал о том, что это феномен. Обращенные к нам санкции после 2014 года, после 2022 с усиленным уже нажимом, они дали нам
прекрасный шанс и возможность посмотреть внутрь государства, во внутреннюю селекцию, в первоначальный отбор, в детский спорт, состояние тренерских кадров именно в этом разделе. Начальное привитие навыков, знаний, любви к спорту как таковому. Мы сейчас смотрим, а Башкирия к этому готова. Потому что она во внутреннюю инфраструктуру вкладывает. И даже, я могу вам сказать, это то, что является недвижимым, это и так очевидно. А вот смотрите, у нас есть программа, которая сейчас имеет хождение по всей стране. Земский. Сельский тренер. У нас в Башкортостане этот проект получил название как сельский тренер, а потом взял название федеральный земский тренер. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но опробирована она была, инициирована и приобрела формы программы. Программа уже с обеспечением, с критериями именно здесь, в Башкортостане. Именно здесь она получила замечательные и проросла. Замечательные не тепличные, а именно конкурентные условия. Поэтому здесь мы, знаете, на этот вопрос ваш ответил бы очень хорошо Александр Владимирович Попов, наш четырежды олимпийский победитель по плаванию. Он однажды сказал о том, что его упрекнули, вот, как можно мотивировать воспитанников, у них нет теперь дороги вроде как на международные старты. Саша, не моргнув глазом, как положено спринтеру, сказал: а что, ваш воспитанник плывет по мировым рекордам? Нет, конечно. Он говорит, если нет, конечно, то пусть плывет по мировым, и тогда его обязательно пригласят. Уже в международные все уровни и во все остальное. Здесь то же самое. Подготовить, дать возможность задействовать, максимально расширить возможности для не только в республиканском центре, я же не только по УФУ говорю. И тогда селекция внутри, то, о чем я сегодня говорил уже и со сцены, она позволит делегировать воспитанников, тренеров, которые работают здесь, в Башкортостане, во все команды сборной Российской Федерации. Не за пределы ее, а во все команды сборной России. И тогда уже в этих составах побеждать. А вы знаете, что в наши спортивные объекты, заниматься в наших спортивных объектах приезжают вообще семьи из других регионов вместе с родителями, дети приезжают для того, чтобы заниматься в центре гимнастики и прочих. То есть такие условия, понимаете? То есть это вот на перспективу сейчас идет. Но я хочу спросить про другое. Значение тренера сегодня, мне кажется, даже оно намного выше по статусу, чем то, не хочу вас обидеть, когда занимались вы. Почему? Потому что сегодня во многих семьях в силу разных обстоятельств и отцов нет. Бывают такие семьи, такие случаи. И тогда тренер, как мужчина, занимает еще и такую важную воспитательную позицию. Я очень сложно отношусь к таким метафорам. Вот, потому что сам застал на себе все эти истории. Кто тебе Кузнецов Виктор Михайлович? Второй отец, там, ну и вот это все, старший брат. Он не тренер. И это намного выше категория, чем вот приведенные какие-то производные. Он тренер, и он первый и единственный тренер для меня. И отец у меня единственный. И мама моя, светлая память, тоже единственная. И он в этих категориях находится в соизмеримых с ними и в ценностных, и в эмоциональных зачетах. Поэтому сейчас то, что делается, и как это делается, каждому тренеру дана возможность. Сейчас усложнились переходы от тренера к тренеру. Кто-то говорит, зачем это делать? Я считаю, что это правильно. Пока тренеры не пожали друг другу руки, пока не пожали руки друг другу министры, если это меняются субъекты, это не внутри там одного субъекта федерации, это очень правильно, это как бы сохраняет отношения, но самое главное, это подчеркивает роль тренера в судьбе каждого из нас, роль учителя. Поэтому то, что сегодня награждены очень многие по поводу дня рождения Башкортостана представители именно тренерской школы, не только спортивные организаторы, которые, конечно, достойны этих наград, а именно тренеры, которые работают с ребятами с разными категориями в разных совершенно видах спорта. Но этим подчеркнуто значение этой работы, значение ее в судьбе не только людей, в судьбе государства. И причем не только сегодня награждаются, а регулярно это происходит, просто замечу. Я знаю, как это происходит. Я просто вижу иногда отборы, я вижу конкурсные комиссии, которые работают. Иногда мое мнение тоже в этой связи спрашивают. Я вижу, как заработала редакционная группа вот в этом замечательном издании про спорт. Вы целый слой, целый пласт жизни открываете через судьбу Владимира Алексеевича Бормана, заслуженного тренера СССР. У него очень интересная история. Речь идет о книге «Спортивная история Башкортостана» в моем авторстве. Тем не менее, ваше авторство, но и... Я объясняю зрителям, они... И отношения, оно очевидно и характерно. Да. Собрать сложную команду, быть настолько убедительным, что даже дети его и Владимир и Алексей не только пришли в борьбу по настоянию папы, состоялись как разрядники, как мастера спорта, при том, что крепкие мастера.
не пошли на поводу людских слабостей и остались в добрых отношениях с каждым из его воспитанников, кто стал, несмотря на то, что не обладают уже фамилией Борман, стали и заслуженными мастерами спорта международного класса. Здесь вернусь все-таки к своему определению. Назначение тренера, способность ему соответствовать, оно обрекает нас всех, кто является получателями этого назначения, быть максимально благодарными. И то, что вы делаете в своей книге, то, что происходит в республике, то, что сегодня происходит на уровне российского государства, когда устами и руками Владимира Владимировича Путина высшие назначения раздаются. И я благодарен отдельно нашему президенту за то, что он в своей вот этой замечательной традиции награждать и отмечать высоким званием возрожденных Героя Труда России. Среди этих людей уже есть и Ирина Александровна, и Татьяна Покровская, и покойный Дмитрий Георгиевич Мендиашвили, и наш прославленный волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. То есть тренеры, а через них, через их признание государством и отрасль как таковая спорта в нашей стране сегодня переживает очень большое внимание. Где-нибудь это можно было назвать статусная мотивация. Мы говорили про Бормана, период советский спортсменов. Да. Сегодня очень много говорят о мотивации для спортсменов современной эпохи, да? Но вот вспомните, как Роднина заканчивала свою программу в чемпионате мира без музыки. Да. Под аплодисменты зрителей. Вспомните, как вы выходили на схватку на чемпионате мира с оторванным ребром. Современные спортсмены не советского периода, а я не хочу сейчас никого ругать, у нас тоже есть герои. В современном Башкортостане герои спортивные есть. Но все ли нормально с мотивацией у нас? Вы знаете, я как человеку, который входит в категорию фабрикант общественного мнения, я могу сказать, мы пошли по порочному пути излишней детализации. У нас, вы знаете, что предмет мотивации преподается в школах, в школьной программе, там 4-5 класс. И этому посвящено несколько часов преподавания. Не просто объяснить, что мотивация – это желание, а желание достичь, желание превозмочь, доказать что-то. И вот все эти расшифровки, раскладывание до атомов, как мне кажется, они как раз и приводят к тому, что вы это диагностируете как проблема с мотивацией. У нас нет проблем с мотивацией. Ребята занимаются, ребята приходят в зал, и ребята принимают на себя сложные требования дисциплины и настояний тренерских. Все это есть, но мы начинаем это расписывать. Вот когда мне по мотивации говорят, у меня только один пример, и я никак не могу его сменить на что-то более доходчивое, если вы мне позволите. Но вам придется меня простить. Говорите. Давным-давно, на последнем для себя чемпионате Советского Союза, я приобрел в Кишиневе, это было в Молдавии, я приобрел книжку Дейл Карнеги «Как завести друзей». Папа мой увидел ее у меня, я еще с родителями жил, говорит, ну, что читаешь? А он, как завести друзей? Он говорит, завести как глистов, что ли? Я уже понял, что какие-то будут ремарки к читаемому мной произведению. И потом он мне говорит, ну, что пишут-то? Ну, я попытался своими словами близко к тексту пересказать, а он мне сказал, сынок, не будь говном, у тебя будут друзья. 400 страниц переводного текста одним предложением. Вот когда мы вернемся к нашим понятным утверждениям, не только у наших спортсменов, но и у наших сограждан, не будет никогда проблем с желанием жить в сильном государстве, не будет никогда проблем ценить нашу стабильность и замечательные ценности, в рамках которых мы находимся. Хотя мы пришли к тому, что защитили эти ценности даже постулатами в нашем основном законе, в Конституции. Поэтому нельзя пытаться, излишне детализируя, отказаться от правильных определений. А все, что касается... Это же все к сомнениям приводит. Чем больше ты копаешься, тем выше вероятность, что ты можешь засомневаться в правильности исследуемого предмета. Я об этом сейчас пытаюсь сказать. И здесь я бы сказал о том, что у ребят все возможности есть. У нас был огромный соблазн, когда появившийся рыночный контекст пытался заменить все там деньгами. Да. Это же не так. Ну, когда рынки появлялись, да, спорта. Выступают. Да я даже не... Это то же самое. Это то же самое, но здесь это даже не медаль. Это, знаете, как кубик с номерами до 6. Это вот каждая грань имеет свой номинал, что можно там деньгами определить, например, способность человеку к рекордным достижениям.
что если ему посулить, там, я не знаю, там какие-то баснословные деньги, то он обязательно будет жертвенно готовиться к этому. Это не так. И сейчас это не так. Получается превозмогать, побеждать, демонстрировать традиционную для нас способность к конкуренции, к борьбе. Это все-таки в голове и в сердце, но никак не в кошельке. По вашим ощущениям, если честно, вот этот период, когда Россия провела без Олимпиад, как повлияло это на наших спортсменов, на их настрой? Много ли их осталось в строю за этот период? Спорт – это же такая быстро играющая история, скоротечная. Осталось очень много. Из тех, кто выбыл, это единицы. Из тех, кто выбыл, ну, так скажем, с особенностями, плохо, я бы сказал, их еще меньше. Меня иногда поздравляют. У нас же такой вид спорта тоже интересный и вид жизни. Вот там кто-то из ребят уехал, сменил спортивное гражданство. Если я плохо отношусь к параллельному зачету, к двойному, к тройному, к пятерному, как я могу хорошо относиться к смене гражданства? Даже спортивного. Даже если гражданство фактическое и паспорт есть у человека в кармане, неважно в каком. Поэтому немногие уехали. Но самое главное, то, с чего мы начали, я продолжу именно этим, что школы работают. Тренеры в школах происходят в замечательном состоянии поисковом своем. Они ходят по школам, они набирают, они выступают глашатаями. Появилось из плюсов, я назвал одно, появилось большое количество, включая, вот как это называется, то, чем мы сейчас заняты? Подкасты. Вот. Даже вот это появилось для того, чтобы ребят пригласить в залы. Появилась более широкая возможность для приглашения в залы. Для агитации, для пропаганды вот этого состояния быть сильным. Вот если все-таки в советский период спорт был таким идеологическим направлением, да, это готов к труду и обороне, вот это все вот. Я думаю, вот эта ситуация, в учебнике обществоведения было написано своими достижениями спортсмены доказывают преимущество социалистического образа жизни. Да, принадлежность к своему гражданству. Вот она моя родина, я ее защищаю. Да. Вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она ведь тоже повлияла и в лучшую сторону на формирование взглядов. Кристаллизация произошла кристаллизация, я с вами полностью согласен. Не все смогли не порезаться об эти кристаллы. Кто-то предпочел. Самые сильные это выдержали и продолжили. И ведут себя достойно. И всем понятно, что только с сильным государством вместе мы можем производить такое же сильное впечатление на международной арене. Да, соглашусь, Сан Саныч. С нашей последней встречи много событий прошло, а последний раз мы с вами виделись на международных детских играх летних. А потом было и олимпийское отстранение, и пандемия. Слава богу, все это мы пережили. И теперь специальная военная операция, которая многих отрезвила и закалила. Вот вы, когда с бойцами СВО встречаетесь, что им обычно говорите? Наверное, здесь двунаправленность. Когда я смотрю на них, я понимаю, что особенно те ребята, которые несут на себе тяжелейшие последствия боевых увечий, я понимаю, что рядом с ними наши там спортивные какие-то ощущения, они ничтожны. Что они титаны духа настоящие. Ну, а второе, я понимаю, что именно в этих лицах, в примерах их судеб, находится сосредоточение, о котором сказал президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к Федеральному собранию, по сути, это ко всей нации. Он сказал о том, что это те самые новые элиты. Вот они примеры служить, подчинять себя интересам государства, защищать правоту нашей истории, наше право жить без внешних подсказок. И когда я с ними разговариваю, я говорю именно об этом. И говорю о том, что сегодня они находятся на виду, и это их уже ставит в такие обязательные обстоятельства. И учиться, и вот эти программы, которые работают. Я в рамках этих программ в основном с ними встречаюсь чаще всего. Я говорю именно об этом, что сегодня они уже являются, если не символами, то уже примерами. Время выбрало их. И они сегодня несут на себе очень заметное и, повторю еще раз, обязывающее определение. Они не только воины Отечества. Они являются примерами, которые должны продолжить способность служить на благо государства, в том числе и на гражданской службе, либо там в гражданских профессиях. Вы возглавляете общественный совет федерального проекта «Выбор сильных». Да. На мой взгляд, вот это объединение, оно давно уже назревало. Потому что, во-первых, вы борцы, люди чрезвычайно дружные, и в своем единении вас не расцепить. Вот так вот вы в моем представлении видитесь. И есть, безусловно, огромная
история и значимость, и этим надо делиться с общественностью и придавать публичности вот эти истории для воспитания и мотивации следующих поколений. Как идет формирование этого явления сейчас? Заявление спасибо, сразу могу сказать, комплиментарно из ваших уст специалиста, тем более щадящего не нервы, но смыслы. Сразу могу сказать, в январе текущего года Генсовет Единой России запустил этот замечательный федеральный проект, который объединил 3 федерации – самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Мы обмениваемся опытами, но задача наша основная – это все-таки воспитание. В рамках этого проекта как раз воспитание тех ценностей, которые, может быть, за ковром и не видно, или за татами. Если позволите, приведу четкую ассоциацию, которая сегодня у меня сложилась. Мы сегодня, после того, как прошел совет при главе Башкортостана Ради Фаритовича по развитию спорта как раз, мы имели возможность провести такую установочную сессию для себя. Собрались все субъекты на ВКС посредством пластмассового подключения через средства связи в соседних 3 залах в одном здании прошли мастер-классы и по борьбе, и по дзюдо, и, соответственно, по самбо. И все это сделали маститые ребята, которые потом переоделись быстренько и вернулись к нам для обсуждения уже. И пермский опыт был обсужден, и опыт в Северной Осетии. Они, значит, применили элементы подготовки дзюдоистов для футбольного клуба. Я говорю, видите, вот сейчас у нас дзюдоисты будут уметь падать красиво. А у нас есть феномен Кабардино-Балкарии, где на антресолях конно-спортивного манежа находится зал борьбы. Я однажды пошутил, что либо кони будут с сломанными ушами и кривыми ногами, либо борцы будут выносливы по-лошадиному. Поэтому здесь возможности совмещения, и все это под патронатом партии парламентского большинства. И мы как раз создаем те самые примеры. Понятно, что проще говорить, что пример мастера спорта по дзюдо Владимира Владимировича Путина, он интересен для попытки его повторить. Но есть же и другие. Есть, например, мастер Я вас спорта... хочу за самбо поблагодарить. То, что вы включили самбо в это объединение. Вы понимаете, самбо, на самом деле, чтобы быть честным, самбо, они начали намного раньше нас. Понятно, конечно. Они сделали проект за самбо. Вот поэтому и нужно было их включать. Они применили наш опыт, применили административные возможности, в том числе и законодательные, и нормативные, но... Вы сейчас про федеральный проект, я за самбо, который был проектом Единой России. Именно используя их опыт, мы как раз создали этот проект уже более обширный, и туда вошли и дзюдоисты, и борцы непосредственно. Но все-таки задумайтесь на минутку. Самбо – вид спорта, сконструированный гением советской спортивной педагогики, из разных видов спорта и созданы именно под прикладные задачи, под задачи сил правопорядка, сил государственной безопасности, сил обороны. То, что сейчас просто супер необходимо именно в это время. И поэтому, когда мы говорим о воспитании, мы именно об этом и говорим. Чтобы воспитывать ребят, чтобы объяснять им, чтобы каждый тренер мог, кроме приемов и методик подготовки спортивной, показать еще и что... нужно для каждого из его воспитанников, чтобы стать сильным гражданином России. Вам интересно в этом проекте, я вижу? Мне интересно. Мы спорим, мы делимся, мы подглядываем друг за другом, мы соревнуемся. И свою задачу я вижу в том, чтобы вот эта честность конкуренции, она делала нас, как вот сегодняшний дворец борьбы, намного богаче и по возможностям, и по результатам. Если позволите, я расскажу вам, кто вошел в общественный совет этого проекта. Понятно, 3 президента федерации, соответственно, Соловейчик, Сергей Мамиашвили, Михаил и Сергей Елисеев. Это 3 представителя главы соучастных с нами ведомств. Это, соответственно, Министерство образования, Министерство просвещения, Министерство высшей школы, значит, и науки. Кроме этого, представители того самого блока правоохранительного и оборонного. Это заместитель министра обороны Евкуров Юнусбек Буматгиреевич, заместитель руководителя Нацгвардии Воробьев Алексей Олегович и очень много сделавший в рамках проекта вообще самбистского наш Нургалиев Рашид Гумарович. И, конечно же, 3 главы субъектов. Это Пушилин Денис, это Александр Богомаз, соответственно, Донецкая республика, Брянская область, и руководитель Кожемяка Олег Николаевич, наш дальневосточный, и правильный, это Приморский край. Для чего мы это сделали? Чтобы все возможности и методики не только на федеральном, но и на региональном уровне были вовлечены, исследованы и предложены для тиражирования. Ваша главная мечта в этом проекте? Я хочу, чтобы
наши ребята за изучением спортивных методик не забывали и об истории, и о традиционных ценностях, и обо всем остальном, чтобы у них не было даже шансов выпасть по любому из разделов. Наш разговор, уважаемый Александр Александрович, еще раз показывает, что масштаб личности, он рождается не только в великих олимпийских победах, но и просто в верности своей стране. А вообще этот разговор, я думаю, сегодня очень был важен всем нам. Хотя, признаюсь, вначале вы меня несколько вырубили тем, что вот так вот публично подвергли рецензии мою книгу. Я думала, мы где-то с вами в кулуарах просто обсудим, но, значит, так тому и суждено было быть. А книга-то о том, как важно передавать молодому поколению опыт старших, и что молодым это очень нужно. Хочу вас поблагодарить за верность нашей республике, за то, что вы столько уже десятилетий всегда с нами. Это всегда очень ценно и очень важно. Спасибо вам. Учитывая время, которое написано вот на этой подаренной мне автором красивом этой замечательной емкой книги, хочу пожелать нам всем сил, упорства, достижения главных целей, которые есть перед государством, перед нашим. Победы нам всем. Победы скорейшего возвращения наших воинов домой, живыми победителями. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое за традиционное, теплое и пытливое общение. Благодарю. Сила не только в мышцах, но и в ответственности за тех, кто рядом. Пусть этот подкаст станет для нас напоминанием. Любовь к Отечеству воспитывается делами, уважением и трудом. Спасибо, что были с нами. Верим в себя, своих детей и нашу великую страну.